На днях депутаты Илтумена подняли тему именно «Новые люди». Юлиана Заморщикова, она опубликовала у себя в телеграм-канале вопрос, старый вопрос, да, с поездкой Бычкова Кирилла, председателя правительства Республики Саха, в королевство Бахрейн. Он туда ездил на рождественские каникулы, с официальным визитом. Их там было примерно 5 или 6 человек во главе с Бычковым. Они встречались с официальными лицами Бахрейна. В общем, писали о том, что они договаривались об инвестициях, о вопросах, связанных с алмазной отраслью, и, в общем, там с проведением, может быть, будущих проведением игр Дети Азии в Бахрейне. Было очень много фотографий, вообще много рассуждений было. Тогда Максимов Афанасий писал, что Бычков туда поехал продавать алмазное месторождение, одно из алмазных месторождений. Насколько это правда, неизвестно. Все у нас, как обычно, шито-крыто, да. Но вот сегодня Юлиана Заморщикова, «Новые люди» опять подняли этот вопрос. Она спросила, на какие средства делегация Республики Саха поехала в королевство Бахрейн. На какие средства? Бычков, отвечая ей на этот вопрос, значит, там все открестились, все сказали, мы не знаем. Тот же самый Афанасьев, да, исполняющий обязанности министра финансов. Бычков тоже очень много говорил, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, внебюджетные... Вот то, что мы уловили все с вами, я думаю, не одна такая, да? Вот это словосочетание «внебюджетные средства». Внебюджетные средства. И тогда возник правильный абсолютно вопрос, если ты туда поехал на внебюджетные средства, то есть ты представлял чьи-то интересы, которые кого-то, то есть кто не представляет, не является представителем Республики Саха, ну, официальным, да, представителем правительства, представителем, может быть, парламента, да, представителем главы. То есть какие-то люди, группа людей или какие-то спонсоры, которые не относятся к Республике Саха. Тогда возникает вопрос, и люди правильно его задают, почему ты представлялся во время этой поездки как представитель Республики Саха. Какая-то вот нестыковка, да, если внебюджетные... А кого ты вообще представлял в этой поездке, да? Все очень странно. Да? Может быть, ты там Айсена Николаева представлял. Может быть, Айсен пытался договориться о привлечении инвестиций в свою алмазную компанию. Непонятно, да? Ну, то есть вообще никто ничего не говорит. Все это под грифом «секретно», да? Внебюджетные средства. Вот я вам кинул, да, ну, со стороны это выглядит так. Бычков говорит, я кинул вам вот это вот определение «внебюджетные средства». И что вам еще надо? Ешьте, что я вам кинул, да? Хватит меня пытать, хватит меня спрашивать. В общем, пробыли они там несколько дней, отдохнули, вернулись довольные, загоревшие, да. И какие итоги, на самом деле, этой поездки, до сих пор непонятно. Что они там делали? Непонятно. Есть, конечно, конспирологические версии, поскольку Бычков окончил в свое время МГИМО, Государственный институт московских международных отношений, а это, всем известно, практически единственная в России кузница кадров для службы внешней разведки и для остальных спецслужб. И потом, после того, как он закончил этот институт, он работал какое-то время в Украине. Он работал, по-моему, еще возглавлял какие-то инвестпроекты, где-то еще, в общем, работал в проектах, связанных с зарубежными компаниями. То есть есть такая версия конспирологическая, да, что это какой-то спецагент, да,
представитель спецслужб. Вот. Потом он поехал, закончил академию при президенте, которая связана с развитием регионов. В общем, и поехал работать в Башкортостане. Он работал. И потом приехал к нам работать. Ну, то есть стал таким, по этой версии, он стал таким смотрящим. Он был смотрящим сначала в Башкортостане, после работы в правительстве Москвы, потом он поехал в Башкортостан, да, стал смотрящим в Башкортостане, и потом его отправили к нам. И сейчас он является смотрящим по республике Саха, ну, грубо говоря, да, смотрящим в кавычках, употребляя такой вот уголовный жаргон. И как раз-таки его поездка в Бахрейн, в королевство Бахрейн, она была связана с его заданием из федерального центра, с выполнением работы, которую ему поручает федеральный центр. Не знаю, насколько это правда, но версия такая существует. Вопросы задаются правильные, непонятно, дождемся ли мы на них ответа или нет, но, скорее всего, нет. Это вопрос 10, да. Там куча вопросов, на которые никто никогда не дождется никаких ответов, не только Бычков. Но я бы хотела обратить внимание на фоне вопросов к Бычкову на действия Луцкана, Вани. Ваня Луцкан у себя в телеграм-канале опубликовал новость о том, что он вот буквально на днях съездил в Корейскую Народную Демократическую Республику, ну, то есть в Северную Корею. Он, я так понимаю, был один, потому что на всех фотографиях, где он там, значит, какие он опубликовал, он был один. Но по посту, который он написал к этим фотографиям, понятно, что визит был официальный. Он там прямо так и написал: о рабочих моментах поделюсь попозже, когда все решения будут приняты. Ну, то есть он туда поехал с какой-то официальной миссией. Непонятно. Опять вопросы, да? На какие деньги ты туда поехал? Что ты там делал? Что это за официальная миссия? Кого ты там представлял? Какие итоги твоей поездки? Да? Вот эти вопросы Ване Луцкану тоже нужно было бы задать. Вообще, если опустить вот это вот все, да, его, ну, Ваня Луцкан, мы все с вами видим этого человека, да, он довольно активный в социальных сетях. И вот мы смотрим на этого Ваню и сразу видим высокоинтеллектуальный человек, высокодуховный человек. Да? И пост у него такой, знаете, ну, поверхностный. Ему показали вот эту декорацию, да, Северной Кореи, которую показывают всем туристам, и он это описал. Вот тут чисто, вот дворец школьников, все лучшее, что было в СССР, воплотилось в этом центре развития детей. Вот он писал, значит, о том, что уважаемые товарищи лидеры КНДР, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир. Вот он писал о том, что все, в общем, хорошо, все чисто, все красиво, все очень приятно, все говорят на русском языке, да, и кормили досыта. Ну, видимо, где-то в сознании, видимо, где-то он когда-то услышал эту мысль о том, что в Корее плохо кормят, да, и тут он говорит: нет, 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 кормили нас досыта. И тут же рассказывает о том, что интернета, в общем-то, нет. Интернет есть только в гостинице. Берите с собой все, что вам нужно, потому что в магазинах вы не найдете. И одному гулять нельзя. Все время за тобой кто-то ходит. Ну, это все мы знаем. Все это мы знаем. Мы все это знаем из еще 10 лет назад фильм снимал Виталий Манский «В лучах солнца», который называется, где он показывал изнанку корейской жизни, северокорейской жизни. Все это мы знаем из истории Отто Уормбера, да, американского студента, которого приговорили к 15 годам каторги в Северной Корее за то, что он пытался там какой-то плакат с собой в виде сувенира домой увезти. Какие-то нравы, что там происходит, мы все это знаем. И в последнее время поехали, очень много блогеров поехало в Северную Корею, и некоторые из них рассказывают о том, что на самом деле происходит. Как сложно все это, как за тобой все время ходят, наблюдают. Тебе нельзя никуда выйти из гостиницы, окна там приколочены, открывать нельзя. Снимать нельзя, к тебе все время подходят, тебя все время на видеокамеру снимают, тебя телефоны проверяют. Ну, в общем, Северная Корея, что уж говорить, да?
Вот. И Ваня Луцкан тоже, вот он в этом, тоже в этой стране побывал, но ничего, кроме того, вот этих хвалебных речей он оттуда не привез и в своем посте не написал. Вообще этот Ваня Луцкан, смотрю я на него, да, и вспоминаю, вот как в моем детстве про таких говорили. Ни в звезду, ни в Красную армию. Ну, то есть никуда не годен человек. Сейчас, после того, как его прокатили с выборами в Государственную Думу, можно сюда добавить ни в звезду, ни в Красную армию, ни в Государственную Думу. Понимаете, ни на что не годен. И нет бы, вот любой бы другой огорчился бы и сказал: ну что вы делаете? Почему вы ко мне вот так отнеслись? Я к вам со всей душой, да, вы меня попросили, я согласился, работал на эту рекламную кампанию, ездил в эти ваши улусы, по этим плохим дорогам, да, мерз там, или когда он там зимой ездил, встречался с этими людьми непонятными, до которых я никогда в жизни не видел и не увижу больше. Столько усилий прилагал, а вы меня прокатили. Любой другой бы человек сказал: все, до свидания. Я с вами больше, в общем, никаких дел иметь не буду. Но нет же, нет же. Ваня Луцкан все это съел, сказал: ну ладно, я не в обиде, бывает и такое. И поехал дальше выполнять свою пропагандистскую миссию. Вот такой вот Ваня Луцкан. Ни в Красную армию, ни в Государственную Думу, понимаете? И даже ему вот этот вот значок участника СВО никак не помогает. Ну, никак не помогает. Извилин он ему не добавляет. Морщин мудрости у него, в общем, больше не становится на его лице. Вот. И теперь Северная Корея. И теперь вопросы. Ну что ты, зачем ты туда ездил? На какие деньги? Какие цели преследовал? Что ты свою офтальмологическую клинику в Северную Корею повезешь? Мало ты лечишь украинцев в Луганской и Донецкой областях, оккупированных, да? Наши люди не получают столько помощи. Наши люди в республике Саха обделены. Зато ты там лечишь. А сейчас в Северную Корею поедешь, будешь северокорейцев там лечить? Не пора ли уже обратиться внутрь, да? Не пора ли уже работать на благо жителей Республики Саха? Ну сколько можно уже? Вот до таких, как Ваня Луцкан, это вообще не доходит. Они не возмущаются. Это же понятно, что приказы им сверху, да, спускаются. Ты вот поедешь туда и будешь делать то. И он там под козырек берет, да, я поеду и буду делать. Как болванчик. Но все согласны. Я думаю, что депутаты должны обратить внимание на этот пост Вани Луцкана про Северную Корею и спросить с него по всей строгости закона. Депутатские запросы ему там, закидать его запросами. Ваня, ты где был? Давай отчет.